Летний Максим Головко побывал на многих полях сражений, но вместо медали за участие в боевых действиях у школьника совсем другая награда. Ее он получил за активное участие в раскопках. Были рады, да, что, конечно, во-первых, установили лично, то есть очень приятно было. Участник поискового отряда «Щит и меч» Максим Головко не только обнаружил останки солдата Чеки Муслиева, но и смог составить картину боя. Воин из села Дишневедено до последнего не покидал боевую позицию. Видимо, он выбегал из окопа, чтобы перебежать другой. Его в этот момент рядом взорвался снаряд, и его отбросил, но он как бы в окоп лежал. Но ноги были выше, то есть на бруствере окопа. Голубая линия, именно так фашисты назвали оборонительный пояс в низовьях Кубани. На месте, где сейчас находится мемориальный комплекс «Сопка героев», проходили одни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной. Это 28-метровый солдат, как память о страшных боях 43-го года. Высота 121,4 в годы Великой Отечественной войны стала самым важным узлом сопротивления советских войск. Штурм высоты 121,4 начался 26 мая 1943 года. Сотни самолетов, танки, минометы обрушились на врага. В сражениях за Крымский район своей жизни отдали 24 тысячи советских солдат. Только в боях за высоту погибло 16 тысяч человек. Чеченцы очень храбро сражались, наряду не хуже всех остальных. И действительно они проявили героизм, отстаивая нашу общую землю ради одной победы. МЧА. Эти инициалы, высеченные на ложке, помогли членам поисковой группы «Щит и меч» установить личность Чеки Муслиева. Рядом с останками солдата лежал и этот ящик с патронами. От пулемета «Максима», как вы видите, брезентовая лента старого образца, он нес боеприпасы к позиции. С начала года поисковым группам Краснодарского края удалось обнаружить 10 тысяч воинов. Личности 182 из них уже установлены. Останки некоторых переданы родственникам и близким. Молчание рассекает звуки выстрелов. Это память о Чеке Муслиеве и тысячах героев, павших за родину. Все, кто выступал перед творением скульптора Максимова, высказывали одну главную мысль: победить фашизм удалось благодаря единству всех народов. Мне хотелось бы еще раз от всех нас поблагодарить поисковиков Кубани за тот огромный вклад в дело окончания Великой Отечественной войны. Особые слова благодарности мне хотелось бы выразить представителям Чеченской Республики, передать всему чеченскому народу, потому что впервые за многие годы, которые мы занимаемся этой работой, настолько быстро была реакция со стороны земляков павшего воина. 6 ноября мы его обнаружили, и уже сегодня он вернется в свои родные места. Огромное вам за это спасибо. Вечная слава героям. Спасибо вам. Большое, огромное спасибо. Здесь действительно шли праведные бои. Здесь действительно погибли все герои. И нет слов, чтобы выразить все чувства благодарности вам за то, что вы делаете, за то, что вы сделали. Представители донского казачества снимают шапки, ветераны и школьники с чувством уважения наблюдают за торжественной процессией. Он отдал долг родине и погиб в возрасте 28 лет. Приняв геройскую смерть за тысячи километров от родового села, спустя более 60 лет воин возвращается в Дишневедено. Делегация из Крымска, в числе которых представители парламента и члены поисковых групп, прибыла в Дишневедено. Здесь, перед мечетью у сельского кладбища, молодежь и старейшины села. Они благодарят организатора благого дела, депутата парламента Исуха Джамурадова. Отныне останки воина будут покоиться на родине, в горном Дишневедено. Пролежав на чужбине десятки лет, в открытом поле герой нашел родную землю и надмогильную плиту. Чека Муслиев, 1915-1943 год. Адем Хаджиев, Таймир Хаджиев, Заур Магомадов. Новости.